Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на май месяц 2020 года для Девы. Поделим месяц на 3 части. Это основные энергии месяца. Это первая часть месяца, первые 10 дней. Вторые 10 дней, середина месяца и окончание месяца. Итак, основная карта, старший аркан, выпадает умеренность, замечательная карта, которая обещает девам различные прорывы, да, вот это все, что вы желали. Эта карта напрямую связана с исполнением желаний, с выходом на новый уровень. Эта карта напрямую связана с помощью от вышестоящих лиц, с победой в судах. И, кстати, решение вопроса, связанного с транспортом, скорее всего, с какими-то дальними перемещениями, может быть, даже кому-то важен вопрос связи за границей, да, вот здесь вот может это все проявиться. Кроме того, по этой карте очень часто мы покупаем какие-то статусные вещи, крупные какие-то, может быть, вещи. Это карты, которые говорят о том, что мы можем каким-то образом быть связаны с темой религии, каких-то вопросов веры, или, может быть, даже здесь вера в себя именно проигрывается, да, то есть как мы, насколько мы верим в себя, насколько нам легко жить, опираясь на себя. Вот эти вопросы станут важными и главными. И, в общем, эта карта очень хорошая, она такую стабильность дает, ощущение такой прочного такого положения в жизни. Кроме того, сдача экзаменов тоже хорошо. Какие-то, если курсы оканчиваете, тоже они вам пойдут на пользу. Это карта, когда мы получаем какие-то дипломы, в общем, какие-то бумаги, подтверждающие наш статус. Ну и также вот эта карта очень часто показывает какие-то предсказания, которые в этом месяце будут для нас важны, как-то будут помогать нам определиться. Это могут, кстати, быть и сны. Допустим, если яркий какой-то сон приснится, лучше, конечно, его интерпретировать, разобрать. Видимо, он хочет как-то вам подсказать, что-то в вашей жизни поменять. А также эта карта связана с различными школами, да, это может быть школа иностранных языков, это может быть обучение проведению вебинаров или еще что-то вот в этом роде. Вот такой вот месяц для дев очень насыщенный, причем вы будете чувствовать себя очень комфортно в этих условиях, и будет вам помогать сама жизнь, люди будут помогать, все будет идти вам навстречу. Такое ощущение, что вот кризисный момент у вас уже прошел, по крайней мере, внутренне вы уже его преодолели, и вам сейчас намного проще, потому что, может быть, даже если ситуация особо не изменилась, вы сами изменились, и поэтому вам легче жить, тут легче дышать. А следующая у нас карта – это первая половина мая. Здесь выпадает королева пентаклей. Карта говорит о том, что очень важно заниматься материальной стороной своей жизни, нужно выходить на новый уровень в работе, финансах. Очень важно правильно распределять финансы. Где-то нужно приберечь, где-то нужно вложить, там правильно потратить. Эта карта говорит о том, что будут все возможности для того, чтобы деньги зарабатывать. Кроме того, это у нас карта, она связана с Луной во Льве, да, это Луна во Льве, то есть у нас есть желание проявить себя, у нас есть желание там, заработать, закончить какой-то проект, занять высокое положение, но тут приходится преодолевать какие-то трудности, могут быть трудности эмоционального характера, могут быть просто какие-то нерешаемые вопросы, временно нерешаемые, которые мешают, либо может быть просто ситуация какая-то вот тупиковая, или кто-то что-то от вас скрывает, то есть вот как бы 50 на 50 будет. Половина дел в начале месяца будет продвигаться легко, а половина будет тормозиться по разным причинам. Кстати, вот в отношениях эта карта довольно-таки хорошая, стабильная, когда мы можем взвешивать каждое свое слово, да, когда мы можем находить общий язык со своим партнером, со своей семьей. В общем,
Так, кстати, на дому тоже здесь хорошо работать. Очень часто эта карта показывает свое дело, да, бизнес на дому. Приход денег в дом, в отношения от партнеров, кстати, тоже здесь могут быть финансовые поступления. От партнеров, от семьи также. А теперь вторая часть месяца у нас, опять же, королева чаш. Здесь карта более комфортная, когда мы понимаем уже, что в нашей жизни происходит, как нам себя вести, какие чувства к нам испытывают наши близкие люди, в каком окружении мы находимся. Эта карта больше связана с настроением и с чувствами, да, с близкими людьми, с близким общением или с творчеством, с любимым делом. То есть вот здесь мы как-то настраиваемся на интуицию на свою, мы настраиваемся на то, чтобы заниматься именно любимым делом, на то, чтобы подмечать, может быть, тех людей, которые нам мешают, которые хотят навредить. По этой карте очень часто, ну, как бы есть и враги, которые как-то скрываются от нас, да, и мы, допустим, считаем этого человека нашим другом, а он, может быть, нам в глубине души там завидует или хочет как-то помешать что-то в каких-то наших делах, да, и вот в этой части месяца мы можем наконец-то правильно оценить тех людей, которые с нами рядом. И эта карта очень решительная. Скорее всего, будут ситуации складываться такого рода, когда вот люди будут проявлять себя. И вот по этой карте мы обычно не терпим рядом с собой людей, которые нам не подходят, которые нам вредят, которые просто не на нашей волне, да, которые нас не хотят понимать. Мы их просто удаляем из своей жизни, причем вот сила здесь на нашей стороне. Мы очень себя здесь уважаем, мы чувствуем, что как бы за нами правда, справедливость и так далее. Также карта связана с большими деньгами очень часто, когда... Вот посмотрите, у нас здесь 3 королевы выпадает, да, это значимая очень значимый расклад, потому что все королевы, они у нас связаны с водой. А вода – это такая стихия, которая очень хорошо дает возможность приспосабливаться и плюс чувствовать себя, чувствовать других людей. И это же еще и позволяет занять высокое какое-то социальное положение, хорошее положение в семье, хорошее положение в деятельности, да, в финансах. То есть это же королева, то есть здесь у нас уже как бы очень хорошие большие возможности открываются. Причем от нас здесь зависит все. Как мы захотим, так и будет. Захотим оставаться пассивными, останемся пассивными. Захотим выйти на новый уровень, здесь прям победа за нами, потому что вся ситуация вот говорит о том, что мы здесь можем стать хозяевами своей жизни. Вот именно в этом месяце для дев очень важно оставаться именно в активной позиции, чувствовать, что вы можете влиять на ситуацию и стараться из любой абсолютно ситуации сделать для себя удачу. И это будет удаваться. Вот при таком вот настрое, при правильном настроении. А также вот по этой карте очень часто идет деторождение или известие о беременности. Вот карта очень часто связана с кризисными какими-то ситуациями, но в которых мы всегда находим выход и оборачиваем себе на благо. Следующая часть месяца – это королева жезлов. Карта говорит о том, что тут уже пошли активные действия. Если здесь мы еще как-то раздумывали, да, старались все взвесить и не торопились, тут мы уже правильно поняли себя и других людей, оценили ситуацию и теперь знаем точно, как действовать, и в конце месяца мы уже начинаем действовать. Жезлы – это продвижение, это когда у нас горит душа, когда мы хотим продвигаться, когда мы хотим свою жизнь менять, улучшать, причем делать это очень гибко, очень правильно, разумно и прислушиваясь к себе, прислушиваясь к своей интуиции. Давайте посмотрим, что ждет дев. Так вот поверну. Что ждет дев в отношениях. Сначала карта для тех, кто в поиске партнера. Карта
такой высокой сексуальности и зависимости от человека, с которым вы можете познакомиться. Нужно быть очень осторожными. Но в крайнем случае, если вы не рассчитываете на какие-то серьезные отношения, да, просто сексуальная какая-то связь, то это неплохая карта. Но опять же, тут нужно быть осторожным, чтобы не быть затянутым в эти отношения, не попасть под власть другого человека. А с другой стороны, это вообще, конечно, не очень благоприятное время для того, чтобы заводить отношения, потому что вот, ну, может как-то это не очень приятно обернуться. Либо, если вы встречаете человека, который очень погружен в свою карьеру, человек, для которого вот работа – это вообще все, это важное, и вы как-то всегда можете оставаться на второй роли, да, то тогда, вот если вы на такой союз согласны, то тогда это хорошая карта для вас, и, может быть, вы сами человек-карьерист, и вам вот важно очень быть проявленным в социуме, занимать какие-то первые роли, важные, главные, то тогда, в принципе, вам этот человек подходит, и вам будет комфортно. То есть, конечно, все зависит от того, как вы воспринимаете близкого человека, какой у вас есть образ его, здесь уже определяете вы. Теперь посмотрим, что ждет тех, кто в паре. 4 чаш. Карта говорит о том, что здесь не нужно рубить с плеча. Нужно подумать, прежде чем принимать какие-то важные решения. Вообще у нас 4 чаш – это Луна в Раке. Это все, что связано с домом, с близкими людьми, недвижимостью, отношениями, каждодневными привычками какими-то, выходит на первый план. И здесь, конечно, должно быть состояние такой расслабленности, чтобы каждый из членов семьи мог чувствовать себя вот в своей тарелке, чувствовать себя дома, имел свое какое-то местечко, уголок, где он может отдохнуть. Вроде бы здесь вот посмотрите, 4 стоят чаши, да, 1 человек. То есть вроде бы в доме живут 4 человека, но у каждого есть свое место, где он может уединиться, подумать, отдохнуть. Это очень важно. Кроме того, по этой карте очень часто приходят какие-то предложения очень важные, подарки, вот именно для вас, для вашей семьи важные, подходящие. Это может быть, кстати, и недвижимость, потому что 4 у нас всегда связаны со стабильностью, а дом, недвижимость нам как раз дают эту стабильность. Кроме того, вот по Луне в Раке мы можем сказать, что еще могут выходить на первое место вопросы каких-то необходимых вещей, может быть, покупка нужна каких-то необходимых вещей первой необходимости, да, может быть, здесь вопросы, связанные с родителями, да, может быть, родители уже в возрасте, и нужно о них заботиться. Эта карта также различного рода домашних посиделок, да, когда у нас там вкусная еда, когда нам очень приятно в близком окружении. То есть вот как бы месяц на это ориентирован. Ну и, конечно же, если вы собираетесь продавать, покупать недвижимость, возможно, у вас здесь будет какой-то очень хороший шанс на это. А что еще можно сказать? Ремонт. Да, если, допустим, вы хотите как-то изменить то, что у вас в доме, то вот карта говорит о том, что немножко не время, лучше подождать. Может быть, нужно сейчас просто отдохнуть, набраться сил и побыть в комфорте, потому что ремонт – это всегда ну, как-то излишние какие-то сложности и расход сил, а этого не стоит делать. Теперь посмотрим для тех, кто в ссоре. Здесь выпадает паж жезлов. Это карта, которая говорит о том, что если у вас, допустим, есть дети в отношениях, то они вас связывают, и вы можете помириться благодаря им. Если же у вас нет еще пока семьи, нет детей, то тогда эта карта говорит о том, что вам нужно проявить себя как-то, показать с лучшей стороны, чтобы ваш близкий человек захотел с вами продолжать отношения. Ну и, конечно же, здесь нужна любовь, здесь нужны слова какие-то яркие, горячие, да, здесь нужно обязательно обращать внимание не на себя только, да, а на своего близкого человека для того, чтобы вот здесь восстановить ваши отношения. Работа. Посмотрим работу. Для тех, кто в поиске работы, выпадает 5 жезлов. Карта говорит о переменах, причем эти перемены желательно инициировать самим. Эта карта вообще
переходного периода и кризиса. А жезлы у нас всегда связаны с деятельностью, причем активной деятельностью, когда мы вот что-то в физическом мире делаем, да, мы куда-то идем, едем, мы что-то делаем руками, мы, в общем, передвигаемся, и здесь вот как раз вот кризис именно в этом плане физической активности, то есть нет вот таких шансов у нас реализовать себя в той мере, в которой мы хотели бы. И поэтому нам приходится в каких-то новых условиях начинать работать и учиться. Да? Это карта у нас обучения, карта, когда мы расширяем свои горизонты, выходим на новый уровень, знакомимся с новыми людьми, причем это нам дается не очень-то легко. Вот, поэтому для тех, кто в поиске работы, конечно, здесь нужно что-то менять в привычном для вас опыте, и тогда у вас работа будет. Либо соглашаться на работу, которая вам не очень знакома, и учиться по пути. Для тех, у кого есть работа, карта туза мечей. Опять же, туз – это шанс начала новой какой-то деятельности. Это для кого-то может быть новая работа или просто новый проект, либо работа на том же самом месте, но в новом качестве. Эта карта очень часто показывает принятие решения. То есть вот, скорее всего, девам придется принимать решение в этом месяце, на какой работе оставаться, что выбирать, может быть, придется чему-то учиться, может быть, нужно менять взгляд на себя, на свою работу, на те привычные методы, которыми вы ее проводили, да, то есть, очень здесь большие перемены, но и возможности. Можно заключить новое какое-то соглашение о новой работе, о новом проекте, что вас выведет, выведет на новый уровень. Тузы – это всегда шанс на улучшение. Тем более, что у нас здесь изображен меч как серп и поле пшеницы, созревшее уже. То есть, если мы проявим решимость и начнем что-то новое, то нас ждет отличное будущее. Теперь для тех, у кого свое дело, но здесь выпадает карта маг, и она говорит о том, что все в ваших руках, у вас есть все возможности, чтобы как-то выйти на новый уровень, начать заново или добавить какое-то новое направление своей деятельности. Либо обновить так, чтобы вот информация выходила на первый план. Скорее всего, вам тут либо нужно будет очень хорошо владеть словом, общаться, да. Тут по этой карте очень важно звонить, писать своим клиентам, то есть быть активным именно в этом плане, в плане коммуникации. И от этого зависит вся ваша деятельность. Ну и также эта карта очень связана со средствами связи, то есть это и не только интернет, но еще и сама техника, да. Тоже это важно. Может быть, нужно будет что-то из техники приобретать, либо учиться работать в каких-то новых условиях для того, чтобы вот именно привлекать к себе достаточное количество клиентов. Это, кстати, карта связана с коммерцией напрямую. Очень хорошо здесь все может быть, если вы не побоитесь как-то обновиться, начать новое. Кстати, можно учить, можно учиться, можно передавать знания, можно пригласить специалиста какого-то, который вас может научить по-новому вести дела. Но в любом случае эта карта очень хорошая для того, чтобы начинать. Удача будет и успех. Для финансов посмотрим карту. Выпадает карта старшего аркана «Отшельник». Но обычно эта карта по финансам не очень хороша. Если только вы работаете на дому и выполняете какие-то свои обязанности, обязательства, каким-то очень хорошим профессионалом являетесь, то вполне возможно, тут деньги приходят. Но для остальных, да, может быть и сложности. Может быть, придется искать новый источник дохода, может быть, нужно учиться работать на дому удаленно, может быть, нужно открывать в себе какие-то новые способности, таланты, учиться чему-то для того, чтобы зарабатывать. Но пока что будет сложноватый месяц. Вы будете буквально искать возможности заработать.
Но, в принципе, здесь на рисунке у нас человек, который недалеко уже от этой церкви, да, от этого дома, и дорога у него освещена, то есть, в принципе, это решаемо, просто временные какие-то могут быть сложности и трудности. Также эта карта говорит о том, что нужно часть денег направлять на помощь другим людям, там, если у вас родители в возрасте, то родителям помогать, либо каким-то больным людям помогать. Карта также связана с медициной, медикаментами, может быть, сюда деньги будут уходить, либо на повышение своего профессионального уровня тоже можете тратить на обучение. Ну, в общем, в принципе, деньги есть, но для них нужно трудиться. Теперь совет на месяц. Король мечей. У нас просто очень богатый такой расклад для дев получается. Эта карта говорит о том, что пришло время не только требовать от других исполнения их обязанностей, да, или вообще того, что мы хотим, а нужно вот наравне со всеми работать, вкалывать, так сказать, да. То есть эта карта также связана с властью, то есть нужно придерживаться закона, вот именно если есть какие-то предложения, которые в обход закона, то ни в коем случае этого не нужно делать девам. И нужно чувствовать себя очень уверенно, нужно пользоваться всем, что вы имеете, всем наработанным опытом, всеми знаниями. И если вы захотите что-то организовать очень удачно, то есть это может быть, допустим, организация собственного дела, это может быть повышение по службе, вам, допустим, предлагают организовать коллектив. В общем, любые вопросы организации вам по плечу будут. И также эта карта говорит о том, что вы будете, скорее всего, больше всего ориентированы на профессиональные достижения, на информацию. И в отношениях, конечно, нужно быть очень осторожными, чтобы не критиковать кого-то, да, излишне, или, в общем, не говорить каких-то резких слов, или, может быть, просто не быть холодными в отношениях. То есть нужно отношениям все-таки уделять время сознательно, для того, чтобы не было проблем. То есть эти карты еще говорят о том, что все в наших руках. Вся власть изменить нашу жизнь в наших руках, и карта рекомендует так себя и позиционировать. Дорогие девы, желаю вам прекрасного месяца мая, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!